И о событиях в мире. Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе и отводе каждой из сторон дополнительных подразделений в места постоянной дислокации. Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана снова резко обострилась. Пограничники двух стран открыли огонь. Как обычно, обе стороны обвинили друг друга в эскалации ситуации, и Кыргызстан и Таджикистан заявили, что с обеих сторон пограничники применили не только огнестрельное оружие, но и гранатометы, минометы и даже танки, БМП и реактивные системы залпового огня. Есть погибшие и десятки раненых с обеих сторон. Точное число пока неизвестно. С приграничных зон эвакуированы местные жители. Главы госкомитетов нацбезопасности двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов провели переговоры и договорились прекратить огонь в 16 часов по местному времени, но ситуация остается по-прежнему напряженной. Наши требования со стороны МИДа, со стороны на уровне председателей специальных служб, вице-премьеров, их никак не останавливать. Те договоренности, те, переговоры, которые призывают к миру и согласию, они либо не понимают, либо не хотят понять. Информагентство «Ховар» опубликовало заявление пресс-центра погранвойск Таджикистана. В нем говорится, что кыргызстанская сторона, несмотря на достигнутые ранее договоренности режима прекращения огня, начала обстрел двух приграничных районов Таджикистана. Это Бободжон, Гафуровского и Исфаринского районов. По данным погранвойск Таджикистана, кыргызстанские военные стянули в приграничную зону все виды тяжелой техники. Также утверждается, что Кыргызстан для нанесения ударов активно используют военные вертолеты и беспилотники. По заявлению официальных властей в Таджикистане, нынешний конфликт начали кыргызстанские военные. Пограничные войска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана заявили, что кыргызстанские военные атаковали два населенных пункта в восточной части Исфаринского района. Это Лакон и Бористон. В ведомстве заявляют, что кыргызстанская сторона проигнорировала все их предложения о проведении переговоров. Мы стали свидетелями вчера тестирования будущих осложнений на этой границе, вплоть до возможного прорыва через эту границу боевиков, которые будут идти из Афганистана через таджико-афганскую границу и далее через различные участки таджико-киргизской границы, или дальнейшего, дальнейшей дестабилизации Центральной Азии. Произошедшее вчера оказалось демонстрацией попытки некоторых таджикских групп влияния и силовых структур, которые контролируют возможные спящие ячейки этих боевиков, которые уже находятся сегодня в Таджикистане. Скорее всего, боевики, выходцы из центральноазиатских стран, которые являются сегодня, которые вытесняются талибами с территорий, которые они контролируют, и сегодня они в основном концентрируются в северных провинциях Афганистана. О том, что перестрелки на приграничных районах начались рано утром, примерно в 5 часов, в соцсетях рассказывали и местные жители. Один из пользователей показал дом, по которому били из тяжелой техники. Далее уже ближе к вечеру, за 3 часа до этого эфира, этот же пользователь вышел в прямой эфир и сообщил, что несмотря на объявление режима прекращения огня, военные соседней страны продолжают обстрел. Мы до сих пор в селе Овчи-Калача. Как видите, до сих пор слышны звуки автоматных очередей. Это несмотря на то, что обе стороны объявили о режиме прекращения огня. Эй, ты сейчас ловишь пулю, будь осторожнее. Со стороны Кыргызстана продолжают обстреливать нашу сторону. Таджикской стороны это одна из провокаций. Если они в средствах массовой информации такую дают ложную информацию. Все прекрасно мы знаем, что конфликт начался первый с их стороны. Прослеживается такой момент. В прошлом году в Душанбе проходило заседание ОДКБ. Начался этот конфликт. В этом году в Узбекистане, в Самарканде проходит заседание глав государств ШОС. И отсюда напрашивается сам вопрос.
Кому это нужно, кому это выгодно. Складывается впечатление, что это у них далеко идущая цель, которая с помощью или по настоянию, или по совету отдельных третьих сил действует в таком режиме. Военные действия были развязаны в момент начала саммита Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, Душанбе в определенной степени дискредитирует деятельность УДКБ и ШОС, потому что эти организации как раз отвечают за обеспечение региональной безопасности. Но, как бы знаете, может быть, это несколько конспирология, но в любом случае такое ощущение, что Рахмон еще выполняет чей-то внешнеполитический заказ по раскачиванию действий этой организации, потому что общество не только в Кыргызстане, а в целом экспертное сообщество задается вопросом, а почему все это происходит, когда главы государств вот сейчас в Самарканде обсуждают о том, как жить в мире нашему региону.